Имамы мечети, представители всех вирдов и жители региона собрались на религиозной акции. Мехка-Молот прошел в Назране. Итоги деятельности и планы на будущее. В Сунже прошла конференция регионального отделения «Единой России». Ко дню неизвестного солдата расскажем об участнике Великой Отечественной войны. Страницы истории Магомеда Албагачиева перелистает наш корреспондент. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. В Назране состоялась религиозная акция. Мехка-Молот собрал в главной мечети города известных богословов, старейшин и молодежь. Отметить день рождения пророка, мир ему, пришел и глава региона. Репортаж Юсупа Гелисханова. В это утро в центральной мечети Назрани много прихожан, людей разных возрастов и сфер деятельности объединило общенародное собрание Мехка-Молот. На такое значимое для мусульман мероприятие пришел и Руслан Албагачиев. В этом месяце на свет появился пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. И мы должны больше изучать его биографию, исследовать его сунни, считает Руслан. Даже Кирснах, Йох Апросей, Эггер Дикава Сагви, из Малавар удинет Янштиха, и Эггер Дикава Сагви, Тахна, Мухаммад Пеймара, Эггер Дикава Ян Апросей, показать дят. Таган Хар Шера в мусульманском мире, 3 миллиона сага, Хавяч Кянкишта, Мухаммад Анситул. Всех прихожан мечети по традиции приветствует имам Хизир Целоев. Рассказывая историю о последних днях жизни и последней проповеди посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, имам заставляет глубоко задуматься всех присутствующих. Также он поведал о том, что нас, свою умму, пророк Мухаммад назвал своими братьями, так как мы, не видя его воочию, не слыша от него проповеди, последовали за ним. ليس الدنيا دنيا شو يخشى ويشاقو موعدكم معي سوسا شنيول جوجاقو عند الحوض حس نخي يشار يصل شعبول بوشه حس نخي يشار تقري باشا تيجيش والله أزلال الضوء شعير فيهمرو وكأني سيول الشن موسى طغن انظر إليه من مقامي اوزر داخل يجيش بس حس حق الشن موسى وبيتا موتاج نيجيش ساوجه أبيك حمود حمد صلوات توالج أبيك بتوم الأسئلة كده وبيتا ديش حياة بس ديكا دردي شو قنتي دول واس دايق نجاش حمق داع يوغيك هنز ولدي قام بالله وقت إلي ليش قام بالدش شيء نعلو تشان شيء عدلو تشان شيء غير الناس بيعملوا ناسون ناسون ويدك دوك شانس شغان خنرج خبرج ولتيح خبرج حال خنرج شيء أمتا وقد أشتل وي دقدي دشقلتش وين مال دقدي زي بيعمل ناسون ناسون. Маулид в честь появления на свет лучшего из людей, пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, собрал людей разных вирдов и течений. Потомок шейха Кунтахаджи Кишиева Валид Кишиев привел несколько аятов священного Корана, в которых говорится о посланнике Всевышнего. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değerli sallallahu aleyhi ve sellem da Kur'an'ın sünneti şufattı ve inneke la'ala hulukin azim ekir duakal ve zezal ve huluk haydiniz olur ve Muhammed bu hayatı işte Peygamber'e da Kur'an'ın sünneti. Коллективное чтение Мавлида является одной из особенностей нашей религии, ведь Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка, о те, которые уверовали, прославляйте Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего».
Также старейшины прочитали дуа, прося Всевышнего милости для мусульман Ингушетии и всего мира. Маслина баркал аллорсун. Дал зирт долцар дел рясул. Кебол хабячар дел рясул. Оз хабякачан дел рясул. Пейгамбар алейхиссалату вассалам везиш. Хана чумышт везтенис. Вы بعضين شغال بعدين تون عليه الصلاة والسلام ويديزا خوش تون ويديز راح سيدو دال زفيز تون تحدى تون نقلب اشتدي هنا يغلق هذا دال دي بتصعب بوش دال دق ديز دال دق ديز ويز خستيش شو نقطة هنا بشتدو على دال توفيق ممكن. Участие в восхвалении пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, принимают и самые юные прихожане. 7-летний Адам Умаров салаваты пока не знает, но мальчик уже выучил первую суру Корана. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малик йомиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихдина сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-даллин. Амин. История празднования дня рождения последнего посланника Всевышнего, мир ему и благословение Аллаха, уходит в глубокое прошлое. Свое рождение впервые возвысил сам пророк. Как известно, в этот день он постился. А все представители уммы Мухаммада должны больше обычного восхвалять и прославлять любимца Аллаха в этот месяц, считают собравшиеся. ويميخ ملباخ ببصل من خواشاقيت ويردش سقستش توقمش سقستش تيباش سقستش تحديخن بصل ويجريخن خواشاقيت ديال الش محمد بيغمر وياولج ودي دزدج بيتج خواسترچ اوغ دزد هاني الش ديال سنخل ديال الش ان شيت يحقاش ميتشكي شين صولت تدال تدولش خنولز اجرت ارمت وروشان ديال سن ديال الشي بيتا وين استاذش باختا تاغن اوز حداها حاجه مسبوش فيش نخبق وجيجي سن ما شاقيد چا چمبلج دنينا چا خوز عاشقيد خوز قميالج دولج تهن ويت احت ايواج تهن وي فليل ديات قد دولج سنا بيركت دولج بول خلر اون تهن چا از فادر ال چ نتقواش وش تدا شي اخيت ما تصدوخش هنزمو باش بولج عاش ديزش ويجدش قست دد دواتش داخل يولج داخل خلبيت بيركتي خيل ذي تنخلر بوصل بخلر ذي تنقمن نخلر ازرت مهبول جغده ذي عاشي داها قستر دولش حمر يبصي دال شي دوح دولدر بيهمر لا خاچا دول تنليرخن باشا دول ددي غلغ قنبصل مولر. Участие в богоугодном деле приняли более 1000 мусульман. В завершении Мавлида прошла еще одна благотворительная акция. Всем прихожанам раздали пакеты с продуктами питания. Такие собрания мусульман приносят большую пользу для уммы Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Укрепляется братство и родственные узы, ведь ислам сплачивает братьев по вере. Юсуп Гилисханов, Адам Далаков, Новости 24. Об уже реализованных проектах и о планах на ближайшую перспективу говорили сегодня единороссы. В Сунже прошла 27-я конференция регионального отделения партии. Детский спорт, парки малых городов, городская среда – все эти программы оказались действительно полезными для общества. Благодаря им благоустроены места отдыха, построены спортивные площадки и реконструирован Дом культуры. Тему продолжит Индира Манкива. Единая Россия подводит итоги своей деятельности. Десятки партийных проектов, различные выездные рейдовые мероприятия. Главный лозунг единороссов – «Единая Россия, сильная Россия». В своем поздравлении секретарь регионального отделения Зелимхан Евлоев отметил, что единороссы уже много лет своими действиями и проектами доказывают, что Единая Россия действительно партия власти. Партия «Единая Россия» как общественное объединение не вмешивается в работу органов власти, пока их деятельность не вызывает общественный резонанс. Мы должны осознавать, что репутация власти – репутация партии. Что отличает Единую Россию от других партий? Серьезная работа с первичными отделениями нашей основой.
Деятельность первичных отделений направлена на поддержку и развитие инициативы членов и сторонников партии. Исаак Астоев, член партии и региональный координатор проекта «Экология России», рассказал собравшимся о том, какие мероприятия они проводили в рамках Года экологии. В исполнении этого проекта мы, жители всей республики, приняли большое участие. Вот примерно возьмем, есть в номинации акция «Сделай вместе». В этой акции приняли участие более 95% общеобразовательных учреждений. Даже приняли участие в этой номинации в исполнении этих всех мероприятий дошкольные учреждения. Также по линии партийного проекта «Парки малых городов» в Малгобеке реконструировали парк имени Серго Орджоникидзе. Были просьбы жителей города Малгобека, чтобы мы привели в надлежащий вид освещения, потому что в вечернее время там невозможно было находиться. Все пожелания жителей города Малгобека у нас исполнены. Также у нас в этом проекте это у нас будет такой, по нашим ингушским адатам, это будет хороший водопад красивый, где в летнее время люди смогут, помимо тех наших обычаев, традиций, когда мы невесту ведем на родник, значит так в обычные дни люди летом смогут отдыхать, красиво проводить время. Городская среда – еще один проект единороссов, в рамках которого во всех городах республики, да и страны в целом, ведется работа по благоустройству дорог, укладке тротуаров и создаются спортивные и детские площадки, парковки и небольшие скверы для отдыха людей. И все это делается с учетом мнения самих жителей. 150 миллионов рублей получила республика в рамках еще одного проекта партии на строительство домов культуры. Субсидии были выделены 10 регионам России. Дому культуры сельского поселения Икажево этот проект подарил вторую жизнь. Партия президента заботится о будущем подрастающего поколения. Подтверждением тому служит реализация федерального партпроекта «Детский спорт». В его рамках будут реконструированы 5 спортзалов и 6 спортивных клубов, а также ведется строительство 12 открытых площадок. Некоторые из них уже сданы в эксплуатацию. Буквально на днях «Единая Россия» отметила свое 16-летие, и в связи с этим по всей стране проходит неделя приема граждан. Юнусбек Кивкуров, присутствовавший на конференции как член Высшего совета партии, поздравил всех с этим знаменательным праздником. Глава региона отметил важность взаимодействия партийцев с населением и органами местного самоуправления. Уровень доверия людей к приверженцам партии показывают и результаты выборов. Успехов, счастья, здоровья, дал Барса Богу, дал Бахитвел, еще раз 16-летием нашей партии. И, конечно, призываю еще раз к хорошей, кропотливой, трудной, тяжелой, но почетной работе. Почему? Потому что мы все делаем и должны делать для нашего народа, для нашей республики, для страны в целом. Ну и по традиции отличившихся членов регионального отделения партии «Единая Россия» награждают почетными грамотами. Парчиеву Магомеду Бенслановичу, главному специалисту. Дерман Кива, Рамзан Миржоев, Новости 24. Накануне состоялось закрытие 5-го юбилейного и 1-го регионального форума СМИ Северного Кавказа. Для участников СЕТ и журналистов был организован торжественный ужин. Кроме того, были подведены итоги премии «Медиа Кавказ». Награждались представители региональных средств массовой информации. Залимхан Калоев продолжит. Основной задачей форума всегда были и есть консолидация журналистского сообщества Северокавказского федерального округа, повышение уровня компетенции обсуждения информационной повестки региона. Ежегодно форум проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента СКФО. В этом году он впервые прошел в самом молодом городе России Магасе. Свой итог форума подвел и помощник полномочного представителя президента СКФО Алексей Гасанов. Сегодня, вчера, в эти дни, кроме привычных процедур, дискуссионных площадок, встреч, происходило очень интересное и важное событие. Создавался новый формат проведения этого большого и замечательного праздника журналистов Северного Кавказа. Формат регионального проведения этого форума. И я вам хочу сказать свое мнение. Мне кажется, региональный формат оправдал себя, взял в эти дни старт, и теперь с этого года, с этих дней ежегодно будет повторяться в регионах
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Также в рамках закрытия юбилейного форума прошло традиционное вручение премии «Медиа Кавказ». 13 номинаций нашли своих победителей. Это журналисты различных информационных ведомств Кавказа. Приз за лучшую новостную фотографию взял сотрудник пресс-службы главы Ингушетии Али Аздоев. Лучшая новостная фотография. И мне очень приятно объявить победителя в этой номинации. Итак, победителем становится Аздоев Али, пресс-служба главы Республики Ингушетия. Республика Ингушетия. Али иногда не видно из-за камеры, но я знаю, что он где-то здесь. Али скромный. Фоторепортеры скромные люди. В этом году прошли праздничные мероприятия, посвященные 25-летию двух республик – Карачаево-Черкесии и Ингушетии. В честь этих событий учреждены номинации от глав двух республик. В специальной номинации Карачаево-Черкесии «Территория развития» победила корреспондент телеканала Архыз-24 Анастасия Николаева. А награду в учрежденной номинации правительством Ингушетии Республика Ингушетия 25 лет созидания получил ветеран журналистики Руслан Моисигов, собственный корреспондент ТАСС и Павел Цароев. Всех участников форума в завершении торжественного мероприятия поблагодарил Юнусбек Кевкуров и вручил журналисту Дмитрию Щугареву памятный подарок. Хотел бы вручить подарок вот такой. Это, конечно, не милитаризация, но все-таки у нас задача. Мы с главами Северо-Кавказской республики договорились так. На Кавказ завозим все, кроме оружия. А с Кавказа подарки даем оружие. У нас слишком много кинжалов, поэтому тебе, брат. Спасибо большое. И, Алексей, ты когда улетаешь? Я думаю, что числа 2-го. То есть завтра ты здесь? Я да. Вот давайте так. У меня рабочий день начинается в 8 утра. У тебя как? В любое время. Все, 8 утра у меня. Договорились. Почему я тебя без подарка не хочу отпускать? Хорошо? Спасибо огромное. Спасибо. Успехов всем. Спасибо. Спокойной ночи, приятных воспоминаний. Счастливо до дома добраться и всем от нас передать, от нашей республики передать большой салам маршал, ассаламу алейкум и всего доброго, хорошего. Спасибо. Форум СМИ в Ингушетии стал одним из самых знаменательных событий уходящего года. Впереди участников ждет экскурсия по горной части, где каждый узнает историю многовековых башен. А в следующем году уже 6-й по счету форум СМИ пройдет в Чеченской республике. Зелимхан Калоев, Мария Мистоева, Новости 24. 300 видов продукции предлагает пекарня, открывшаяся в Малгобеке. Хлеб, пироги с различными начинками, булочки. Перечислять можно долго, и от этого может разыграться аппетит. Мучные изделия не содержат вредных добавок. Как отмечают работники цеха, пекари руководствуются бабушкиными советами. Наш корреспондент побывал в роли дегустатора. Какой покупаешь? Дай. Внесу. Ну, дайте, заверните. Новая пекарня распахнула свои двери перед горожанами Малгобека. Свежий запах выпечки манит всех любителей кондитерских изделий. Хадижат Бусуртанова живет рядом и почти каждый день покупает здесь хлеб и булочки. Женщина уверяет, что здесь самая вкусная выпечка. Со дня открытия я здесь бываю очень часто. У меня дома и внуки есть. Беру разнообразное все. Начинка очень хорошая, свежая, все время. Выпечка мягкая, обслуживание очень вежливое. Девочки очень хорошие, вежливые. Обслуживают хорошо. Мы очень рады, что у нас в Малгобеке есть такой магазин, такая пекарня, и что мы можем прийти, взять горячее, прийти домой, накормить семью. Зула Индиева любит побаловать себя выпечкой. Правда, женщина не всегда успевает что-то испечь дома, а к выбору пекарни относится очень внимательно. Узнав, что в городе появилась пекарня, отвечающая всем ее требованиям, Зула стала приезжать сюда за вкусностями из другого города. Вообще я уроженка этого города, сейчас живу в Магасе. Специально сегодня приехала сюда, потому что отзывы такие хорошие были о пекарне этой. Мои родные все здесь живут, и качество, и вы видите, насколько приятный вид даже у кафе, и чисто приятно очень. И вот мы попробовали саму продукцию. Я думаю, я не зря сюда приехала, и будем, наверное, наезжать сюда семьей. Бекхан Келигов считает, что черный хлеб не только самый вкусный, но и полезный. Из всего разнообразия он всегда выберет темно-коричневый кирпичик. Серый, мягкий. Продукты свежий, обслуживаем персонала.
Пекарня предлагает 300 видов продукции. Такого разнообразия в республике больше нигде не найти. Это и традиционная выпечка Татарстана и Удмуртии. Технология изготовления не предусматривает применение ГМО, красителей и консервантов. Все на основе натуральных продуктов. Здесь используют и старые бабушкины рецепты. Пироги с мясной начинкой, с картошкой, капустой, рыбой, творогом. Мы выпускаем хлебобулочные изделия, пирожковые. Очень большой ассортимент из лучшего сырья, из лучших сортов муки, используя технологию и рецептуру бездрожжевого, дрожжевого, в соответствии с потребительским спросом нашего населения. Тут не только пекут все самое вкусное, но и обучают этой технологии желающих работать. Сейчас стажировку проходят 7 человек. В республике очень мало квалифицированных работников, мастеров по хлебобулочным изделиям. Поэтому мы набираем людей, у которых есть огромное желание поработать, и обучаем здесь же на месте полностью технологию, рецептуру, технику выпечки, полностью подготовка начинок. Саид Костоев разработал бизнес-план пекарни уже давно. Тем самым не только обеспечил рабочие места, но и удивил горожан новыми видами выпечки и дизайном пекарни. Первая в республике франшиза именно по пекарням эконом-класса. Пекарня у дома называется такой стандарт. Мы сделали лицензионный договор, получили франшизу на республику, открываем 10 точек. Преимущества, какие преимущества? Доступность есть. Можно спуститься сразу же вниз, купить продукцию и пойти обратно в домашних тапочках. Поэтому наименования у нас есть огромные, есть требования есть, у нас очень высокие. Ну и, соответственно, продукция у нас соответствующего качества. Предприниматель планирует открыть сеть пекарен по всей республике, тем самым обеспечив более 200 рабочих мест. А в ближайшем будущем насладиться хлебобулочными изделиями смогут и в горной части Ингушетии. Зарема Ивлоева, Саид Куштов, Адам Далаков. Новости 24. Завтра в России будут отмечать День неизвестного солдата. Дата учреждена в память о воинах, погибших на полях сражений. В эти дни наши корреспонденты готовят сюжеты не только про без вести пропавших, но и про тех, кто вернулся домой после боевых действий. В следующем материале речь пойдет об одном из участников Великой Отечественной войны. Магомед Албагачиев воевал в Сталинградской битве. Слово Залине Магушковой. Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей и завершилась победой советских войск. Она явилась одним из важных этапов на пути к победе Советского Союза над фашистской Германией. В ней участвовало множество ингушских солдат, в том числе и Магомед Хасанович Албагачиев. Вдова ветерана Тамара Албагачиева о боевом пути супруга практически не знает. О пройденных испытаниях он никогда не любил рассказывать. شي خليتشتي فالرت منافرت هما يا داقل دترسو آخين اسقال ناخت اسقال على ديجواترس شيلرت ناخت رغلق تنيقير غلق لرت دول شي ناخت ديكي ولش. Магомед Албагачиев родился в 1912 году. В 19 лет окончил землестроительное топографическое отделение Ингушского зоотехнического ветеринарного техникума. До начала войны работал в правоохранительных органах Галашкинского района Ингушетии, порой в тяжелых условиях, где были плохие дороги и никакой связи. Магомед, тем не менее, всегда брался за самые трудные задания. Он был умудренный жизненным опытом человека. Он прошел тяжелую жизнь, тяжелый жизненный путь. Он с детства, у него было тяжелое детство, работал, поднимали семью, потом ушел в армию. Магомед Албагачиев воевал в составе 255-го чечено-ингушского кавалерийского полка, который с самого начала Сталинградской битвы принимал в ней активное участие и не раз шел в атаку на передовой. В августе 1942 года полк, прикрывавший отход советских войск, был атакован частями 78-го немецкого танкового корпуса в районе города Котельниково Волгоградской области. В ходе боя были подбиты 4 танка и уничтожены десятки фашистов, но и полк понес тяжелые потери в личном составе, снаряжении и лошадях. С учебки, поскольку других резервов не было, их бросили на танки. И он говорит, как, это же самоубийство, вы же бросаете, говорит, новобранцев, это же самоубийство для них, клонится на танки. А командующий отвечает, у меня, говорит, другого резерва нет. То есть это приказ, его надо выполнить. Ну, те говорят, конечно, есть приказ, это война,
и выбирать не приходится. Ну, и они с честью выполнили, им было не предложено, им был приказ часа полтора-два продержаться. Они продержались почти 2 суток. Известно, что в одном из сражений у села Анастасиевка под Ростовом-на-Дону Магомед был сильно ранен. С поля боя его вынес Магомед Чучаев, видный государственный деятель Карачаево-Черкесии и депутат Верховного Совета СССР, а на тот момент комиссар кавалерийского полка. Сослуживцы до конца жизни старались поддерживать дружественную связь. Магомед Албагачиев был награжден медалью за оборону Сталинграда. После войны долгое время жил в Казахстане в Талды-Кургане, затем вернулся на родину и начал работать на предприятии «Малгобек-нефть». Активно участвовал в общественной жизни, наставляя молодых людей. Раны войны долго не заживали. Магомеда Албагачиева не стало в 1970 году. Ушел из жизни ветеран после продолжительной болезни. Его имя вместе со всеми другими на вечную память вписано в мемориальную плиту в Волгограде на территории историко-мемориального музея-заповедника. Залина Могушкова, Новости 24. Такой была информационная картина уходящего дня. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.